Ну что, дорогие друзья, снова здравствуйте. За окном среда, 24 декабря 2025 года. Сейчас в Башкортостане 10 часов утра. И я начинаю очередной выпуск программы «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Начинаю это с надеждой, что мы с вами, как обычно, сможем пообщаться, поделиться мыслями, эмоциями с помощью наших средств коммуникации, которые пока еще остаются доступными, и несмотря на то, что с каждым днем ситуация с этим ухудшается. Я, конечно же, имею в виду чат нашей YouTube-трансляции, ну и комментарии, которые вы оставляете потом, когда трансляция заканчивается, тоже являются очень большой ценностью. Напоминаю, что никто до сих пор не может отслеживать ни подписки на YouTube, ни лайки. Ну и комментарии тоже, особенно если они оставляются под пространными никами. При этом я, конечно же, всякий раз прошу ники делать попроще, чтобы можно было читать, чтобы можно было как-то обозначать, чей же комментарий натолкнул на ту или иную мысль. Вот, дорогие друзья, я напоминаю, что наш медиапроект ни шатка, ни валка, но продолжает работать. Мы продолжаем делать новости, которые публикуются в телеграм-канале прежде всего. На него будьте, пожалуйста, подписанными. И предлагайте подписаться на него тем, кому вы доверяете. И кому желаете, скажем так, быть все-таки более-менее в теме, быть в курсе событий, а не оказываться пораженными до мозга, костей ядом пропаганды, которая поглотила буквально все и вся на огромной территории суши под названием Российская Федерация. Мы здесь анализируем разные вещи, и начинаем мы с новостей в стране и в мире по итогам дня предыдущего. Ну что ж, давайте посмотрим. ВСУ подтвердили, что Северск в Донецкой области захвачен российскими войсками. В Генштабе подчеркнули, что в окрестностях города продолжаются тяжелые бои, а сам населенный пункт остается под огневым контролем украинских войск. Северск расположен в северо-западной части Донбасса. Военные аналитики указывали, что он служит опорным пунктом, прикрывающим подходы к агломерации Славянска и Краматорска. Эстония выделит 2 миллиона евро на поддержку энергетики в Украине, сообщается на сайте правительства страны. Средства предназначены для покрытия неотложных потребностей, включая закупку генераторов и топлива, а также проведение аварийных ремонтных работ. Власти Эстонии подчеркнули, что помощь направлена на то, чтобы минимизировать последствия ударов по украинской энергетике. И это маленькая страна, общее население которой меньше, чем только в одной Уфе, представьте себе. Более 400 тысяч российских солдат погибли или были ранены в Украине в течение 24 и 25 годов. Таковы данные британской разведки, которые публикует газета «Le Monde». Всего с начала полномасштабной войны погибли как минимум 156 тысяч военных из России, следует из статистики Медиазоны и BBC. Это немножко другие цифры, поменьше. Журналисты ведут подсчет на основе данных из открытых источников. Они могут быть неполными. Официально Москва о потерях не сообщала. Прошу прощения. Официально Москва не сообщала о потерях с осени 2022 года. То есть я помню, что это случилось там в первые месяцы, в апреле где-то сообщили о нескольких тысячах, и потом еще в сентябре. Все. Китай и Индия не пустили в свои порты 20 танкеров с российской нефтью. Ух ты, какие молодцы. Как отмечает Bloomberg, в целом ее объем, хранящийся на судах, вырос с августа почти в 1,5 раза, до 185 миллионов баррелей. Это столько же, сколько Россия в среднем перевозит за 1,5 месяца. При этом экспорт российской нефти достиг максимума за последние 2,5 года, несмотря на то, что начали блокировать.
Зампреду партии «Яблоко» Максиму Круглову на 2 месяца продлили арест по делу о военных фейках. Решением Замоскворецкого районного суда Москвы он останется под стражей до 28 февраля, сообщает пресс-служба партии. Поводом для возбуждения дела стали посты Круглова в его телеграм-канале, опубликованные в апреле 2022 года. В «Яблоке» преследование считают политически мотивированным, в чем, в общем-то, никаких сомнений нет. В Госдуме завершили официальное расследование по факту проведения платных круглых столов. Как пишет газета «Коммерсант», после увольнения 15 помощников парламентариев его было решено не продолжать. Его в смысле расследования. В середине декабря депутат Сардана Авксентьева рассказала, что в Госдуме продают места за круглыми столами для предпринимателей. Выступить на мероприятии стоило 70 тысяч рублей, а просто посидеть за столом 50 тысяч. Прекрасно. И цены, надо сказать, доступны, особенно по московским меркам. Основатель неонацистской военной группировки «Русич» Алексей Мельчаков выступил перед школьниками на уроке мужества. В телеграм-канале подразделения опубликованы фотографии мероприятия и грамоты от администрации школы за вклад в гражданско-патриотическое воспитание. Группировка «Русич» в том числе известна расправами над пленными вооруженных сил Украины. Вот такую подборочку мы имеем по итогам вторника, 23 декабря. Ну а за окном, как я уже заметил, 24 в большом христианском западном мире это сочельник, начало рождественских вообще уже каникул в полноценном виде и, собственно, самого Рождества. Вот, поэтому ждем затруднения, скажем так, с приобретением товаров народного потребления и другие сложности, связанные с обилием народу. Вот. Ну, а я уже могу обратить внимание на чат, где Газинур, Фироза, Ренат, Азат, Алена желают доброго утра. А Минтатар Хайрли Ирта пишет и сообщает, что сегодня холодно. Солхан Буган, пишет он. Ну вот, обещанное понижение температуры, пожалуй, да, это оно самое. Мы уже вчера с вами говорили, что о погоде активно пишут, в том числе официальные СМИ, и делаем вывод даже, почему они об этом пишут. А потому что можно об этом писать, и никто, как говорится, не накажет. У нас вот тоже чуть прохладнее стало с утра, прям -1, а следующей ночью до -7. Это близко к самым минимальным температурам, которые мне довелось за последние 3 зимы наблюдать. Ну, это опять же с морозом небольшим связано, а не с облачной погодой и снегопадом. Вижу, что в Уфе как минимум 21 градус мороза сейчас. Да, вот. И, соответственно, ночью будет до 27. То есть это близко к 30. Ну, а значит, что местами в понижениях будет и ниже 30. Ну, это, в общем-то, это уже серьезно. Это уже температура, при которой автомобилисты, в частности, начинают испытывать сложности с запуском своих машин, если у них, например, не очень хороший аккумулятор или какие-то другие особенности. Вот, следующий наш пользователь пишет: хоть ребенка в школу не отправляй, каждый раз переживаю, как дошла, как дойдет. Тоже верно. Главнее всего погода дома, парирует наш дорогой адвокат Павел. Морозы зимой – это неплохо. В принципе, да. То есть, мы же всегда жалуемся, что вот, зимы стали не те, морозов нет. Другое дело, что когда они долгие, конечно же, это немножко напрягает, я понимаю. Особенно если вы родители, если есть дети, относительно невзрослые, да, то сложно. И погулять выйти лишний раз нельзя, и дорога в школу напрягает. А ведь общественный транспорт тоже, мягко говоря, не в лучшем состоянии, а в морозы наверняка еще и больше проблем. То есть, в общем, это добавляет сложностей. Ну и не забываем
про пресловутые тарифы ЖКХ, в конце концов, то самое отопление, которое у нас стоит почти дороже всех в стране, оно ведь как раз-таки дорожает в те месяцы, когда температуры становятся особенно низкими. В общем, как обычно, у любой проблемы есть множество граней. Но мы попытаемся разобрать другие проблемы, другие грани. И у нас кое-что сегодня есть. Есть очень важные на самом деле, дорогие друзья. Начнем со статистики. Цифры, приведенные Министерством сельского хозяйства, вызывают определенную реакцию. Смотрите. Минсельхоз, оказывается, считает количество населенных пунктов в Башкортостане и, в частности, выделяет сельские населенные пункты. А это, сами понимаете, показательно. Всего населенных пунктов 4498. Почти 4500 населенных пунктов в Башкортостане есть. И это не абы какие, а именно сельские населенные пункты. Значит, их количество по понятным и ожидаемым причинам неуклонно сокращается. Но вот, например, по данным переписи населения России 2002 года, которые опубликованы на сайте Башкортостан-Стата, до 2002 года, по сравнению с 1989 годом, а это была предыдущая перепись перед 2002, количество сельских населенных пунктов уменьшилось уже тогда с 4749 до 4586. То есть примерно на 200 количество было уменьшено за 90-е годы, так скажем, да, и конец 80-х. Что еще тут, какие цифры есть? На данный момент, даже нет, не на данный момент, в 2019 году, то есть почти 6 лет назад, в Башкирии насчитывали 4538 сельских населенных пунктов. То есть с 2019 года только за последние 5 лет, на протяжении, получается, всех этих проблемных годов, когда был сначала ковид, а потом началась война, количество сел и деревень в республике сократилось на ровно 40 штук. То есть даже вот в эти вот так называемые благополучные путинские годы. Я сам знаю несколько деревень, которые исчезли за вот то время, сколько я живу на белом свете. Некоторые из них я застал, пусть маленькими и вымирающими, но еще живыми, скажем так, да, в начале 90-х. А на сегодняшний день на их месте, как правило, уже чуть ли не леса выросли. С одной стороны, кто-то скажет, процесс объективный, и тут нельзя делать какие-то выводы, но я бы не сказал, что так все просто. Выводы, наверное, делать можно. Хотя, конечно, вымирающие деревни есть не только в глубинках Башкортостана. Они есть, например, вот в той же самой Германии, особенно в восточной ее части, где, говорят, можно практически бесплатно приобрести недвижимость и жить. А если ты еще и будешь готов работать на селе, то, в принципе, все будут только рады. Так что есть вариант, что делать, если вдруг наши с вами встречи потеряют возможность быть или потеряют смысл. Всякое бывает. Итак, таким образом статистику прочли, дальше идем. Из таких не очень, может быть, важных, но все-таки новостей. Пруфы продолжают тему сельского хозяйства и разбираются на тему того, кому на самом деле принадлежат заводы башкирского молока. Причем тут они взяли слово «башкирского» в кавычки, видимо, имея в виду, что на самом деле молоко не всегда из Башкортостана. Продолжаем серию статей о молочном производстве в республике, пишут они. Значит, мы сравнили продукцию в магазине «Сабантуй», который входит в региональную сеть «Батыр», и в магазине федеральной сети X5 Retail Group. Видимо, пятерочка имеется в виду. Отметим, что в «Батыр» помимо «Сабантуя» также входят магазины «Байрам», «Ежик»,
Зифа и Аю. Даже некоторые из них мне даже не знакомы. Эта сеть активно продвигает продукцию местных производителей. В общем, тут дальше разборы, которые мы сейчас вникать не будем. Я просто хочу обратить внимание на цены. Цены, которые тут на фотографиях изображены. И меня они, мягко говоря, удивляют. Я вижу, что молоко в Уфе, в магазинах местных сетей, стоит дороже, чем оно стоит здесь, в Западной Европе. Вы представьте себе. То есть вот пока суть до дела, цены, оказывается, выросли. К примеру, здесь, когда я приехал 3 года назад, молоко стоило такое, ну, среднее, скажем так, распространенное в супермаркете, по-моему, 1,15. Ну, то есть чуть выше 100 рублей за литр. Литр честный, нормальный, хороший. Сейчас оно стоит 0,95. То есть цены за 3 года упали, если что, на конкретный продукт, на молоко. Вот. Кстати, они также упали на топливо. Я посмотрел фотографии, которые я делал в декабре 2022 года на заправках. Тогда все виды топлива стоили также дороже, чем сейчас. Примерно на 10-15%. Это к разговору Марии Захаровой о том, как в Европе все плохо и люди загибаются от непрерывного роста цен. И, значит, от того, что им жить не на что, есть нечего и так далее. Ну, кстати, вот знаем последний мем по поводу того, как, дескать, экономят на новогодней иллюминации. Нет, неправда. Это абсолютно, опять же, ерунда пропагандистская. Тут вообще всегда экономят на лишнем освещении, это правда. Уж извините, путепроводы на магистралях точно не подсвечивают за 30 миллионов рублей в год, как делает наш уфимский мэр Мавлиев. Это как бы абсолютная пустая трата денег. И вообще фонарей на улицах, особенно мало загруженных, очень мало. Есть такой минимальный свет, который достаточен, чтобы, ну, как бы не удариться лбом о забор там и так далее, ну, чтобы мог пешеход пройти. Но это как бы тусклое освещение, фонари друг от друга довольно далеко. И везде, неважно, деревня это или город, в столице такая же история. Но, блин, на этих иллюминациях никто не экономит. Ну, а про цены вы только что слышали. Так вот, молоко в Уфе зачастую объемом меньше литра. Там же, сами знаете, вот эта вот политика, как она там, даже слово есть, термин какой-то. Короче, уменьшают объем упаковки для того, чтобы потребитель не замечал роста цен. А молоко, вот оно в районе 100 рублей. То есть оно как минимум столько же стоит, а местами даже дороже. И это очень, мне кажется, важный показатель того, как на самом деле идут дела у Путина в хозяйстве. Вот. Я покупаю молоко за 0,7 евро, пишет Азат. Круто. В Испании даже такие цены есть, да? Куда пропала Клара Целкина, спрашивает Хаттабыч. Вы с нами? Да, дорогая Клара, что-то я вас не вижу последние пару дней, если не больше. Пожалуйста, отзовитесь. Мы действительно уже должны следить за каждым буквально из нас, из нашего братства, если хотите. В хорошем смысле этого слова. В общем, вот, мне кажется, важные наблюдения по поводу цен. Дальше. Бывший уфимский депутат городского совета, предприниматель и застройщик, которого мы на днях вспоминали, я даже тут рассуждал на тему того, насколько заслуженным было его наказание. И он тогда вышел на свободу, вроде как отбыв свой срок. Так вот, неожиданно он получил новый приговор, на этот раз к 8 годам лишения свободы. Я так понимаю, не с нуля, а как-то там будет все это дело суммировано, но, как пишет газета «Коммерсант», решение принял Верховный суд Республики, видимо, это уже апелляционная инстанция была. Да, конечно, это было представление прокуратуры, которая посчитала, что предыдущий приговор Бадикову был мягким. И вот его решили вместо 5,5 лет колонии осудить на 8 лет лишения свободы. И, соответственно, его с
так скажем, подельниками, тут же взяли под стражу в зале Верховного суда заново. Не успел выйти на свободу и, видимо, запланировать как-то Новый год в кругу семьи и, может быть, друзей и родственников, но не тут-то было. Вот она, репрессивность нашей системы. Конечно, тут я не говорю, что это политзаключенный, вообще ни разу, ни в каком, как говорится, измерении нет. Вот, но просто какой-то нерадивый застройщик, может быть, местами нечистый на руку, может быть, даже мошенник где-то. Но, в общем-то, никого не побил и тем более не убил. И вот мы видим, что, как говорится, свою железную хватку репрессивная махина в этом смысле отрабатывает тоже на максимально, как говорится, возможном уровне. Сочувствия особо нет, но в то же время надо сказать, что как бы мы люди с вами, по крайней мере, я за себя говорю, не кровожадные. Поэтому, вроде отсидел, как бы было время и подумать, и осознать, а тут вышел на свободу и опять за решетку, это какое-то вообще, не знаю, не по-человечески как-то, не по-христиански, если хотите. В стране, где преподносятся так называемые традиционные ценности во главу угла, и так называемая христианская вера, конечно же, это не так, мы сразу понимаем. Так вот в этой стране, хотя бы, где-то же надо милосердие проявлять. Вообще его не осталось. Ой. Значит, и к самому важному, дорогие друзья. Очередной приговор баймакским героям. Он озвучен, а до того он вынесен в суде в Ижевске. Судя по данным журналистов, коллег наших, да и по нашим данным, в общем-то, по нашим ощущениям, это последний приговор рядовым участникам баймакского дела. Остался процесс в Оренбурге в отношении так называемых организаторов. Этот процесс идет, и он, судя по всему, еще какое-то время продлится. А данный приговор последний в отношении простых ребят. Давайте посмотрим вглубь. Индустриальный районный суд Ижевска приговорил 5 фигурантов баймакского дела к срокам до 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Все обвиняемые, которым вменили участие в массовых беспорядках и применение насилия к силовикам, признали свою вину в данном случае. Этот процесс, как мы уже сказали, стал последним над рядовыми фигурантами баймакского дела. Приговорили следующих ребят. Среди них Буранбай Абушахмин, Айрат Ахметов, Ильнур Аюпов, Руслан Гизатуллин и Мунир Исянгильдин. Судья Алексей Шнит признал их виновными, как мы уже сказали, по 2 традиционным статьям Уголовного кодекса. Сроки, которые запрашивали здесь, к счастью, случились именно те, которых мы ожидали. То есть прокуратура просила по 8 лет, а дали между 4 и 5 годами, то есть 4,5. Более или менее привычные данные по всем баймакским ребятам. Значит, по каждым из ребят есть отдельные данные, где-то больше, где-то меньше. Например, Мунир Исянгильдин родился в 1994 году в деревне Баишево Баймакского района. По поводу Буранбая Абушахмина, почему-то я тут данных не вижу, не почему-то, а понятно, что они могут не быть. А нет, вижу, конечно же. Он родился в январе 2002 года в тоже Баймакском районе, в селе Мирясово, точнее, в деревне. Дальше. Руслан Гизатуллин, человек постарше, уроженец деревни Мунасипова Баймакского района. В 1977 году он родился там, то есть взрослый мужчина. Айрат Ахметов, еще более старший, родился в 1975 году в селе Подольск Хайбулинского района Башкортостана. Ильнур Аюпов родился в мае 1995 года, где именно не указано, прожил в Сибае основную часть своей жизни. Их процесс проходил в закрытом режиме, как и все прочие процессы в отношении участников баймакского дела. И, соответственно, что мы имеем? 68
получается, приговоров вынесено за минувшее время в отношении баймакцев. И таким образом история, не скажу, что подходит к концу, до конца еще очень далеко. Конец будет, когда ребята выйдут на свободу, когда дела будут пересмотрены, когда виновные, настоящие виновные понесут свое наказание. Но, по крайней мере, на данном этапе мы можем говорить, что судебная составляющая сходит на нет. Ну, тем более, вот январь на носу, да, мы уже будем вспоминать события в Баймаке как события двухлетней давности. Представьте себе, сколько времени прошло. Осталось буквально там 2 недели с небольшим, 3 недели до 17 января, когда, собственно, будет двухлетие тех самых событий. А люди только-только получают приговоры. То есть до сих пор находились в неопределенности, при этом все это время находились в местах заключения. Как правило, это следственные изоляторы. Мы продолжаем настаивать, что это дело политически мотивировано, что баймакского столкновения быть не должно было, если бы его не спровоцировали своим участием в этом силовики, которые прибыли туда и вели себя неподобающе, скажем так, да, нормальным людям. Ну, для них, наверное, это подобающе. Мы помним провокаторов, мы помним бросание снега из-за спин силовиков в сторону протестующих. И, соответственно, делаем выводы, что столкновения, которые там все-таки имели место быть, они были не случайными. Предположить, что сами граждане Башкортостана, пришедшие поддержать Фаиля Алсынова, могли бы начать атаку, предположить это очень сложно, тем более, что мы имеем опыт. Мы знаем, что наши жители даже на Куштау вели себя гораздо более, не гораздо более, а в принципе вели себя цивилизованно и культурно. Просто почему? А потому что там не было провокаций со стороны силовиков. Вот как-то так. Дожили? Фируза пишет. Единомышленников ищем здесь, так как рядом с кем живешь, их почти нет. Я вас очень хорошо понимаю и прекрасно чувствую вашу боль и смысл тех слов, которые вы доносите. Это знакомо вот даже мне, находящемуся вдалеке. Это так. Ну, в общем, по Баймаку, дорогие друзья, мы все поняли с вами, да? Будем, конечно же, теперь и дальше, конечно же, разбирать новости по этой теме и отдельные истории героев Баймака. Кстати, если читать те же самые истории баймакских героев, многих из них, по крайней мере, можно немножечко помечтать, что ли, подумать о том, что может быть дальше. Я точно не говорю за всех, но про некоторых могу судить однозначно. Вот она, элита, если хотите, потенциальная элита будущего Башкортостана. Понятно, что не все готовы и не все даже хотят, но кто-то в своих областях уж точно может стать представителем правящих элит, так скажем, да. Ребята, задействованные в строительстве, в сельском хозяйстве, каких-то других промыслах, скажем, да, хорошо разбирающиеся в своем деле, при этом обладающие общественным признанием, уважением своего народа в будущем, когда придется на тех руинах, которых мы ждем, что-то восстанавливать, что-то выстраивать, могут оказаться и окажутся, я уверен, полезными и востребованными. Поэтому, конечно, отчаиваться не будем, тем более, что, опять же, сравнительно, относительно, но сроки у них все-таки, давайте быть честными, относительно небольшие. Вот уже и 2 года позади. У кого-то там 3,5-4, да, то есть, не так далеко до освобождения. Дай Бог всем здоровья, сил, силы и выдержка, судя по всему, так или иначе у них имеются. Поэтому до выхода на свободу, по крайней мере, некоторых первых обвиненных по баймакскому делу, это, в общем-то, события не очень далекие. Вот. Но выйдя на свободу, конечно же, ребятам надо будет тоже вести себя правильно,
Что это значит? Ну, не отсвечивать, если уж говорить совсем грубо, да, потому что, конечно же, они будут на виду, они будут на слуху, и за ними, конечно же, будут следить так называемые правоохранители. Ну и еще пару тем, которые я хочу озвучить. Дело в том, что сегодня в 10:40 по уфимскому времени будем говорить про баймакское дело в передаче РСВРТ наших коллег Дарьи Литвишко и Антона Рубина. Я должен к ним подключиться довольно скоро, поэтому вот мы с вами сегодня не будем долго на нашем канале, но и новостей, надо сказать, не то чтобы много. Тут, кстати, новость. К сожалению, у меня материал на нее не подготовлен, но я увидел совершенно случайно, которую не могу не озвучить, до какой степени маразма доходят наши с вами соотечественники. Как вы знаете, как минимум в Уфе есть небольшая сеть обувных магазинов под названием «Берлин». Я, кстати, раньше не обращал внимания, а тут вспомнил, что да, они же были. Ну вот я один знаю в Сипайлово, по-моему, в центральной части есть. Ну, Берлин и Берлин. Я сомневаюсь, что там вообще из ассортимента что-то реально к Берлину относится. Не в курсе, короче говоря. Но неважно. В общем, эти магазины давно есть, люди к ним привыкли, там, наверное, есть своя клиентская база, как бы и окей. Оказывается, нашлись активисты, которые пишут доносы по поводу названия этого магазина. То есть они аргументируют свои доносы тем, что страна воюет в кольце врагов, а вы тут, значит, рекламируете название вражеских столиц. Если коротко, смысл такой. Что они требуют? Либо просто убрать вывески, не переименовывая сами магазины. Ну, по сути, лишить магазины имени они предлагают. Либо все-таки переименовать. С такими письмами они обращаются к властям. И поэтому мы должны этот момент запомнить для того, чтобы проследить, будет ли принято какое-то решение. Ну, если продолжать тему, у нас еще есть сеточка обуви, по-моему, Вестфалика обувь, да? Если я правильно понимаю, это отсылка к западно-германской земле Северный Рейн-Вестфалия. Одна из наиболее промышленно развитых федеральных земель. И, ну, может быть, там и обувь делают. Кстати, я ничего не знаю про изобилие немецкой обуви. Вот торговая марка «Саламандр», по-моему, немецкая, да, если я правильно помню. Она с детства мне еще с Советского Союза, скажем так, знакома. Был импорт, знаете ли. Вот. И то не уверен, что-то как-то. Ну, ясно, что есть спортивные бренды, там что-то вроде типа Адидаса и Пумы, но это как бы другая история. Ладно, не суть важно. Важно, что происходит. Как наши с вами соотечественники, ну, мягко говоря, выслуживаются и демонстрируют степень собственного сумасшествия, если хотите. Так. Тут Долину вспоминаете вы. Не совсем понимаю, что вы имеете в виду по поводу песни. Погода в доме, наверное, да? Ну да. Значит, что дальше? На озере Талкас в Баймакском районе хотят строить гостиницу за 50 миллионов рублей, сообщает портал Уфа-1. Давно мы говорили, что там что-то, какие-то движения пошли, и вот вроде как двигается ситуация. Значит, Корпорация развития республики сообщает, что проект включен в перечень приоритетных. То есть все серьезно. Авторы проекта гостиницы претендуют на получение земли в аренду без торгов. Общая площадь застройки 1300 квадратных метров, 10 корпусов. Вместимость будущей гостиницы 100 человек. Ну, то есть это будет небольшое здание, видимо, а какие-то маленькие бунгало. Называться гостиница будет «Хутор», а предложила идею компания «Континент». Почему название хотя бы не башкирское? Вопрос, да? Компания «Континент» зарегистрирована по адресу Южная 4 в Баймаке, видимо, да? Да, это частный дом, даже не в самом Баймаке, а в поселке на окраине Баймака. Компания существует чуть более полугода. Тоже интересный вопрос, что это за бизнесмены такие, да, которые решили построить. Ну, конечно, сервис нужен, туризм развивать нужно, все понятно.
Вот. Ну, как обычно, всегда есть много вопросов и опасений, а все ли будет правильно сделано, все ли там будет хорошо. Так или иначе, надо этот момент учитывать и иметь в виду. Вот. Ну, а если смотреть на то, как власти вместе с пропагандой рассказывают, как все цветет и пахнет, то, конечно же, надо зайти на страницу Башинформа, где еще до сих пор не утихают отголоски так называемой прямой линии так называемого президента. Какие там поручения даны, какие, значит, решения принимаются, тут пишут. Но мы сегодня не об этом. Мы сегодня о том, как легенда авиастроения будет развивать совместные проекты с учеными Башкирии. Тут, конечно, не указано, в каком месте сейчас находится авиастроение. В принципе, да, мы видим, как у нас, в кавычках, импортозамещают даже имеющийся самолет Сухой Суперджет-100. Еще ни один борт с начала войны импортозамещенный не вышел на гражданские линии. Там все бесконечные испытания. Ну и про магистральный самолет МС-21 тоже самое. Ничего хорошего сделать не могут. То есть авиастроение понятно, где находится у нас. Но есть там легенды, если верить Башинформу, и они будут развивать совместные проекты с Башкортостаном. Глава республики Ради Хабиров рассказал о намерении укрепить сотрудничество между Московским авиационным институтом МАИ и Уфимским университетом науки и технологий. Вон оно что. Кто бы это ни был, Михаил Асланович, легенда авиастроения, человек, который внес огромный вклад в развитие боевой и гражданской авиации. Сейчас он возглавляет один из ведущих технических вузов и национальных исследовательских центров страны. Значит, написал Хабиров, кто бы это ни был. Ну, видимо... это Михаил не Асланович, это у него отчество такое, Михаил Асланович, боже мой. Речь про Михаила Погосяна. Да уж, в авиационных кругах не самая лучшая репутация у данного товарища. Ну, конечно же, Хабирову все божья роса. Лишь бы, как говорится, произвести соответствующие действия с гостями из метрополии. Если ты гость из метрополии, если ты занимаешь какую-то там должность, ты всегда будешь называться легендой, молодцом и будешь носим на руках в Уфе и в республике, потому что как же иначе? Главная задача местоблюстителей на местах – это оказаться полезными и услужливыми в отношении своего начальства. А начальство у них, как известно, в Москве. Не народ республики, не народ любого другого региона для своих губернаторов не являются источниками власти. Хабиров, собственно, в этом регулярно признается, мы это помним и никогда не забываем. Так. Украинский след пишет о чем-то адвокат Павел Васильев. Я, к сожалению, не совсем понимаю, но я должен с вами на этом попрощаться, дорогие друзья. Спасибо вам большое за внимание. Желаю всем хорошего Рождества, если вдруг отмечаете по западному образцу. Ну и увидимся с вами очень скоро. Будьте здоровы, не забудьте про лайки и всем пока.